3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» советские войска освободили Минск от вражеских захватчиков. Минская операция началась 29 июня, когда войска 3-го Белорусского и 1-го Белорусских фронтов в сходящемся направлении нанесли удар по противнику. Далее, совместно с войсками 2-го Белорусского фронта было завершено окружение Минска. Весомую помощь войскам оказали белорусские партизаны, устраивавшие засады на путях отступления немецких сил, громили штабы, уничтожали мосты и переправы. 29-30 июня войска 3-го Белорусского фронта вышли к Березине, форсировали ее и продолжили стремительное продвижение на Минск. 3 июля советские танки ворвались в город. Вскоре было завершено окружение основных сил 4-й германской армии, всего 105 тысяч человек. К 12 июля группировка была ликвидирована. За умелые и героические действия в ходе Минской операции 1944 года 52 соединения и части были удостоены почетного наименования «Минские». Встреча танковых войск 3-го и 1-го белорусских фронтов в Минске означала завершение окружения гитлеровских войск, отступавших перед 2-м Белорусским фронтом, и остатков разгромленных дивизий противника, отброшенных на юг стремительным наступлением войск 3-го Белорусского фронта и на север войсками 1-го Белорусского фронта. Танковые и общевойсковые соединения 1-го Белорусского фронта, наступавшие в направлении Бобруйск, Минск, 29-30 июня встретили сильное сопротивление противника на рубеже реки Свислочь. Фашистское командование, перебросив на этот рубеж 12-ю танковую дивизию, стремилось воспрепятствовать обходу Минска с юго-востока. Преодолев сопротивление врага, наши танковые соединения вышли в район Пуховичи и частью сил начала совершать маневр в обход Минска с юга. 3 июля танковые соединения фронта, сбивая неприятельские силы с занимаемых ими рубежей, вышли к Минску с юго-востока и совместно с войсками 3-го Белорусского фронта замкнули кольцо окружения. Одновременно с наступлением в направлении на Минск успешно развивалось преследование гитлеровцев и в направлении на Барановичи. Кавалерийские соединения, наступавшие на этом направлении, во взаимодействии с общевойсковыми и механизированными соединениями, преодолели сопротивление противника на промежуточных рубежах обороны и уже 30 июня заняли город Слуцк. Так, в период с 28 июня по 4 июля войска 3-го Белорусского фронта совместно с войсками 1-го Белорусского фронта освободили столицу Белоруссии – Минск, важнейший стратегический узел обороны фашистов на западном направлении. Что было в городе в первые часы его освобождения? Жители Минска встречали своих освободителей с цветами, на улицах играла музыка. И хотя город был изранен, многие его дома были объяты пламенем, Минск пел, и у всех на лицах сияло выражение счастья. Ровно в 22 часа небо Москвы озарили оранжево-зеленые и красные огни ракет. Раздался могучий залп из 324 орудий. 24 раза в июльском небе полыхали огни славы и почета в честь доблестных освободителей столицы Советской Белоруссии. Освобождение Минска было радостным праздником для всех народов Советского Союза.